Добрый день, уважаемые педагоги, уважаемые республиканские федеральные эксперты. Коми-республиканский институт развития образования приветствует всех участников образовательного практикоориентированного семинара, который стал для нас уже важной профессиональной традицией и носит наименование «Лучшие практики кадетского образования». Уважаемые коллеги, я приветствую вас от коллектива нашего института, и мы очень рады, что сегодня вы нашли профессиональную возможность и будете работать в рамках семинара с очень известными федеральными экспертами, а также с представителями педагогического сообщества нашей республики. Коллеги, я надеюсь, что меня хорошо слышно, коллеги. Вижу приветствие. Прекрасно, отлично, спасибо, коллеги. Мы в течение 3 часов будем вместе с вами работать. Я очень надеюсь, что вы в данной системе уже смогли выстроить профессиональное общение. Коллеги, вы можете задавать вопросы в нашем чате, обращаться к республиканским, федеральным экспертам. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, самое важное, что в рамках программы, которую вы все, я надеюсь, сейчас видите, мы будем вместе работать с представителями Санкт-Петербургского Суворовского военного училища. Виктория Олеговна, мы вас приветствуем, мы очень рады, что вы к нам присоединились. Я с большим удовольствием передаю слова благодарности, конечно же, от Министерства образования, науки и молодежи Польской Республики Коми и от педагогов нашей республики. Мы помним, что вы посещали нашу республику, уже работали с педагогами. Вместе с нами коллеги, работает региональный эксперт Ольга Николаевна Холодырева. Это автор очень многих наших методических работ, которые посвящены духовно-нравственному воспитанию наших обучающихся. Итак, уважаемые коллеги, я хочу вступить, уважаемые коллеги, для каждого педагога, для каждого методиста, для всех нас очень важна национальная цель, которая определена президентом Российской Федерации. Уважаемые коллеги, мы все с вами формируем. Уважаемые коллеги, прошу прощения, возникли какие-то сбои, поэтому продолжаю. Итак, в рамках национальной цели, уважаемые коллеги, особое внимание мы уделяем, конечно же, духовно-нравственному воспитанию наших обучающихся. И практики кадетского образования очень важны для формирования социально ответственной личности. В Республике Коми сформирована система сопровождения кадетского образования. Очень важно, чтобы вы, коллеги, знали о том, что в республике 26 образовательных организаций сопровождают кадетское образование. Создана система и методического сопровождения деятельности кадетских классов. Сегодня кадетские классы открыты в 15 муниципальных образованиях. Но, конечно, очень важно, что педагоги имеют возможность демонстрировать свои образовательные практики. И я хочу внимание обратить на ряд республиканских мероприятий, в которых участвуют наши педагоги. В первую очередь, конечно, я хочу вам напомнить, коллеги, буду продолжать без видео, что в течение уже последних 3 лет проходит республиканский фестиваль «Кадетская честь». Он был инициирован муниципальным учреждением управления образования, администрации муниципального образования городского округа Ухта еще 4 года назад. И уже 2 года подряд он стал республиканским. И наш институт является одним из организаторов данного фестиваля. Конечно, очень важно, что мы проводим уже 2-й год подряд детские и юношеские чтения, которые посвящены развитию кадетского образования.
Впервые в прошлом году был проведен республиканский мониторинг качества кадетского образования, который был представлен не только на республиканском уровне, но и на федеральном. Конечно, мы понимаем, что результаты мониторинга, они важны для принятия важных решений, направленных на повышение качества образования и на трансляцию лучших практик кадетского образования. В первый раз в этом году наш институт инициировал и сопровождал республиканский конкурс методических разработок педагогов кадетских классов. Поэтому этот учебный год очень значим для развития кадетского образования в нашей республике. Мы подвели итоги данного конкурса, и сегодня коллеги, которые уже стали победителями, призерами данного конкурса, будут работать в рамках нашего семинара. В конкурсе приняли участие 53 педагога из общеобразовательных организаций 9 муниципальных образований. На конкурс было представлено 47 работ. Уважаемые коллеги, конечно, очень важно, что задачи конкурса решены, и мы продолжаем, уважаемые коллеги, эти задачи реализовывать. Уважаемые коллеги, именно мы вместе с вами формируем благоприятную профессиональную среду, которая стимулирует активность педагогов кадетских классов. Мы выявляем актуальные формы и методы формирования личностных и метапредметных результатов обучающихся в урочной и внеурочной деятельности кадетских классов. И, конечно, выявляем талантливых педагогов, которые реализуют урочную и воспитательную работу в кадетских классах. И наша задача – транслировать опыт их работы. Уважаемые коллеги, да, мы проводим наш семинар в дистанционной форме, но очень важно, что мы с вами вместе, что у вас есть возможность подключиться к профессиональному общению. И, конечно же, мы хотим вам сообщить, что данная запись будет представлена на сайте нашего института в разделе «Профессиональный видеозал». Итак, уважаемые, еще раз попытаюсь выйти с вами на видеосвязь. Я очень надеюсь, что в течение последующего времени со связью будет все хорошо. Желаю вам успешной работы. Я надеюсь, что сегодня ваши рекомендации будут очень важны для дальнейшего координирования деятельности в рамках проекта кадетского образования. Конечно, мы очень надеемся, уважаемые коллеги, что именно ваши профессиональные инициативы, ваши лучшие практики станут основанием для открытия новых кадетских классов. Уважаемые коллеги, всего доброго. Я передаю слово нашему модератору Наталье Николаевне Исаевой и Тамаре Александровне Ичеткиной, которые в течение уже последующих 3 часов будут работать вместе с вами. Коллеги, всего доброго. До свидания. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, коллеги. Я также сейчас отключу видео, чтобы вы меня могли слышать. Коллеги, меня слышно? Замечательно. У нас произошли небольшие технические перестановки. Сегодня что-то, либо погода нас немножечко подвела, либо нагрузка на интернет увеличилась перед праздниками. Поэтому, коллеги, немножечко действительно подвисает видео или звук. Чтобы избежать этих сложностей, либо перезагрузите страничку, либо обновитесь. Итак, коллеги, проблемы с интернетом сейчас не только у нас, но и в Санкт-Петербурге. И поэтому Виктория Олеговна присоединится к нам чуточку позже, как только наладится связь. И мы переходим в рамках нашей программы. Виктория Олеговна обязательно выступит. Но мы переходим с вами к лучшим практикам педагогов, победителей республиканского конкурса методических разработок педагогов кадетских классов общеобразовательных организаций Республики Коми, получивших призовые места. И начнем мы с вами с номинации. «Лучшая технологическая карта уроков в кадетском классе». И сейчас мы
с вами заслушаем доклад Ольги Николаевны Холодыревой, учителя русского языка и литературы школы номер 18 города Ухты. Коллеги, секундочку. Ольга Николаевна к нам присоединится? Ольга Николаевна? Да, я здесь. Насколько видно и слышно? Замечательно, вас и видно, и слышно. Да, хорошо, можем начинать, да? Да, конечно. Ну что, добрый день, уважаемые участники семинара. Представляю вам урок проекта «Одухотворенные люди». Проект, который стал победителем в номинации «Лучшая технологическая карта урока». Ну и, наверное, вы понимаете, что представить отдельный урок – это одно дело, а вот представить урок как часть большого практикоориентированного проекта и сделать технологическую карту именно на отдельный урок, являющийся комплексным таким вот образовательным мероприятием, достаточно сложно. Поэтому непосредственно сама технологическая карта, как мне сказали, будет выставлена на сайте Министерства образования в разделе «Лучшие образовательные практики», по-моему, так называется. Ну, а сегодня презентация этого проекта, который мы назвали «Одухотворенные люди». Название не случайное. В основе слова «одухотворенный» корень «душа», «одухотворенный». И это соответствует вот той авторской моей программе, которая утверждена в Министерстве образования Республики Коми, которая называется «Ратник 21 века». Ратник – это защитник, но защитник не только воин, это защитник и идеалов. Итак, второй слайд, пожалуйста. Проект имеет подзаголовок «Имена защитников Отечества на карте города Ухты». Знаете, если ваши дети научены участвовать в проекте, то, пожалуй, вот это как для учителя, так и для ребенка одна из таких самых, я бы сказала, продуктивных форм сочетания обучения и воспитания. Потому что именно в проектной деятельности ученику не дается готовый материал, а он сам к этой информации приходит, да еще создавая полезный продукт. Ну, когда у нас проходил республиканский семинар, фестиваль кадетской чести, который возник в рамках нашей школы 18-й в городе Ухте, ну, то мне предстояло дать открытый урок. Сразу скажу, детки у меня, тогда они были в 7 классе, детки не самые сильные, так часто бывает в кадетских классах. Знаете, подставлять их на традиционном уроке, где правописная грамотность несколько хромает, это, наверное, подставлять детей. А вот проектную деятельность они любят, они выполняют ее очень хорошо, они как-то хорошо взаимодействуют, им всегда очень нравится. Вот поэтому мы выбрали вот такой проект. Как возникла такая тема, даже сейчас сама не знаю, иногда не понимаешь, откуда грибы вдруг в каком месте леса выскакивают. Но вот оно возникло так. Имена защитников Отечества на карте города, нашего родного города. Я думаю, что сам проект и сама идея урока, который можно реализовывать и как классный час, как проектное внеклассное мероприятие, границы его очень широки, применения. Оно
пришло от мысли, а насколько наши ученики, мои ребята, моих 2 кадетских классов, знакомы с городом, с его историей и с историей людей, которые прославили Отечество именно как защитники Отечества. Согласитесь, сама тема для кадетских классов очень подходящая. Ну и когда возникает идея такого проекта, который ребята приняли на ура, то сначала, конечно, надо понять, каким путем пойти, разработать методико-педагогическое обеспечение этой проектной деятельности учащихся, что само по себе является делом таким вот непростым. Но поэтому проекту предшествовала предпроектная деятельность, опрос через анкетирование ребят, и я увидела, что ребята вообще не ориентируются в названиях улиц нашего города и какие улицы непосредственно связаны с именами защитников Отечества. Ну, вот так этот проект оказался достаточно актуальным для ребят, познавательным, интересным. В программе «Ратник 21 века», в моей авторской программе, это завершающий урок изучения самостоятельных частей речи. 7 класс, где завершается орфограмма, это самое основное, и какая бы ни была интересная проектная деятельность, мы не вправе отходить от предметных компетенций, предметных навыков, формирования грамотности и так далее. Сложно оказалось соотнести проектный урок с классическим типом урока, но наиболее считаю, что близко это урок комплексного применения развития знаний. Но компонент развития речи, он должен присутствовать на каждом уроке. В этом уроке он присутствовал достаточно таким большим массовым компонентом. Презентация урока, презентация проекта состоялась в рамках Республиканского фестиваля кадетской чести. Это был первый год, когда мы принимали наших гостей, в феврале 2018 года. Следующий слайд. Целеполагание урока разработано в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Ну и вы на экране видите задачи, поставленные относительно личностных результатов. Какой бы предмет ни вел учитель, он прежде всего должен понимать, какого человечка он воспитывает, кем, какими будут наши дети. Поэтому в кадетском классе, конечно, это важно, чтобы дети осознавали себя как будущими защитниками простого народа и защитниками Отечества. Предметные результаты никогда, ни при какой проектной деятельности не уходят в сторону. Причастные и непричастные обороты, как вы сами знаете и помните, какой бы вы предмет ни вели, что это самая трудная тема в курсе 7 класса. Ну и в плане метапредметных результатов это, конечно, отрабатывать навыки взаимодействия и создания коллективного, создания такого полезного продукта, который будет нужен и самим ребятам, и еще кому-нибудь. Можно следующий. Здесь на слайде отражено содержание проектной деятельности, начиная вот как раз от уровня исследования знаний ребят об именах защитников Отечества, ну и заканчивая презентацией проекта на открытом уроке. Ну и, конечно, вот я постаралась так поэтапно здесь отразить основные моменты проектной деятельности, среди которых это, конечно, роль учителя, как будет организована деятельность учащихся в классе. Мы знаем, что если это индивидуальный проект, то мы получаем количество проектных продуктов, равное количеству участников проекта. Если это коллективный проект, мы, как правило, получаем один продукт, состоящий из таких маленьких точечек, сделанного каждым, то есть 26 человек, значит, один продукт из 26 участников этого проекта. Ну, так, например, мы делали с этими ребятами, ну, известный такой в республике проект «Словарь кадетской чести». Это был коллективный проект. Ну, а здесь вот так получилось, что у нас в Ухте 3 улицы, которые названы именами защитников Отечества. Я чуть позже озвучу. Ну и очень логично было разделить класс на 3 группы и предложить ребятам самим войти в ту или иную группу, дать им возможность выбора по разным принципам. Кто-то жил на этой улице, у кого-то там друг что-то, кто-то слышал, кто-то наоборот никогда не знал об этом человеке.
Поэтому вот так организовались 3 проектные группы, и каждая группа работала по своему направлению, выбрав того или иного героя, именем которого названа одна из улиц Уфы. Можно следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Проектная деятельность – это, по сути дела, работа по созданию востребованного продукта, и я считаю, что одним из самых таких востребованных продуктов является создание текста, потому что особенность русского языка – это текстовая деятельность, как восприятие текста, так и создание, продуцирование текста. Поэтому мы получили 3 текста о защитниках Отечества, именами которых названы улицы нашего города. И на материале этих текстов мы в дальнейшем отрабатывали практические навыки по русскому языку, знаки препинания, теорию, орфографию и так далее, включая вот до конца 9 класса. И каждая группа подготовила компьютерные презентации. Ну, вот группа первая, они выбрали материал о Николае Плеснине, группа вторая выбрали материал о Дмитрии Бушуеве, третья группа выбрала материал об Александре Алексееве. Вот сейчас дальше 3 слайда будут посвящены вот этим 3 защитникам Отечества. В самом проекте отразилась связь времен. Вы понимаете, ведь очень важно, чтобы дети ощущали связь дня сегодняшнего с днем прошлым, ощущали на личностном каком-то эмоциональном уровне, чтобы уроки прошлого, какие-то примеры героизма прошлого служили образцом для них самих, чтобы было понятно, делать бы жизнь кого, с кого. Можно к предыдущему слайду вернусь? Да. Я думаю, что имя Николая Васильевича Плесина хорошо знакомо и в Сыктывкаре, он уроженец Сыктывкара. Это первый герой Советского Союза на Волховском фронте. Ребятам его подвиг близок по поэме Твардовского «Василий Теркин». Помните, там есть глава «Переправа, переправа», берег левый, берег правый, когда Теркин переплыл Днепр. Вот такой подвиг в 1941 году совершил Николай Плесин. Трижды студеный Волхов в сентябре переплыл для того, чтобы вывести из окружения дивизию, защищавшую подступу к Ленинграду. Мы понимаем, что это один из эпизодов защиты Петербурга. Погиб при артобстреле в 1942 году. Спортсмен, пловец, лыжник. И вот ребята понимают, когда готовят материалы, изучают материалы, читают эти материалы, потом делают текст примерно в объеме 150-180 слов, что надо быть готовым не только морально к подвигу, надо быть готовым физически, быть в хорошей физической форме, что достаточно важно для наших кадетских классов. Следующий возьмем слайд. Следующий, пожалуйста. В Ухте имя Дмитрия Бушуева знакомо многим. В Ухте его называют огненным солдатом, выпускник Ухтинской школы, погибший на Дальнем Востоке во время тушения пожара. Вот если обратить, пожар вспыхнул рядом с ракетной войсковой частью. Мы понимаем, какая это была бы катастрофа, если бы пожар не был остановлен. Он был остановлен ценой его жизни. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Александр Алексеев. 2 памятника у нас в Ухте Александру Алексееву. На фотографии вы видите ребят на экскурсии возле барельефа Александру Алексееву рядом со школой номер 3, выпускником, которой он является. Мог бы, конечно, не ходить на войну, Первая чеченская, но каждый делает сам свой нравственный выбор. Героическая жизнь и героическая смерть, наверное, это логично. Погиб в 1996 году, прикрывая группу солдат, прорвавшихся с боем к основным силам российских войск. Это первый герой России в республике Коми. Я знаю, что в Сыктывкаре рядом, по-моему, с управлением МВД или ФСБ стоит ему памятник. Поэтому я думаю, что вот сама просто цепочка логическая, идея педагогическая, она такая транслируемая в разных учебных заведениях, и, наверное, может быть, не только для кадетских классов. Потому что проблема «делать бы жизнь с кого»
Знаете, это проблема вот этого подросткового возраста. Следующий слайд. Конечно, когда мы с ребятами и готовились к этому уроку, проекту, и защищали этот проект на открытом уроке, мы задумывались, не всегда, может быть, проговаривая, кто же такой герой. По определению Юлиуса Фучика, это человек, в решительный момент делающий то, что нужно делать в интересах общества. И я помню, я рискнула задать в конце урока ребятам вопрос, а кто из вас готов был бы повторить такой подвиг и стать героем? Вы знаете, вот это была такая пауза, тишина. И вот в этой тишине один из детей произнес: это очень сложно. Надо отдать свою жизнь, быть к этому готовым. И вот то, что они вот это осознали, по-моему, очень, очень важно, очень значимо. Ну, а 9 класс – это работа с понятиями, заложенными в сочинении рассуждения в экзаменационном формате. Что такое дружба, мужество, подвиг, нравственный выбор и так далее. Но вот начало этой работы было заложено уже раньше, в 5 классе, когда мы создавали словарь кадетской чести. Когда они вот еще малыши, пришедшие в кадетский класс, впервые стали задумываться о понятиях милосердие, подвиг. И вот, может быть, нам, взрослым, кажется все достаточно просто, но на одной из наших конференций, проводимых в рамках фестиваля кадетской чести, конференцию мы назвали «Наследники Победы», кто-то из наших гостей выступал с исследовательской работой «Что такое подвиг?». Вы знаете, ведь детям очень трудно отличить, где подвиг, а где просто добрый поступок. Как ни странно, нынешние подростки, и как ни странно, даже ученики кадетских классов не отличают. Вот в прошлом году в 8 классе мои тоже написали, что вот они помогли пожилому человеку, который плохо себя чувствовал, дойти до дома. С их точки зрения это был подвиг. Ну, вы понимаете, с одной стороны, это вот опять-таки, насколько нравственные понятия ими усвоены, насколько они хорошо понимают то слово, которое они слышат или которое они произносят, или о чем-то они читают. Ну, а с точки зрения предметной, это ведь их результат, их экзаменационной работы. Если все это не поставить на свои места, что вот мы и делали вот в формате, ну, в данном случае вот этого проекта, то, конечно, мы не добьемся тех результатов, которые мы перед собой ставим. Следующий слайд. Урок для них начался очень неожиданно. Был предложен словарно-тематический диктант, они были в шоке от такой подставы. Но, по большому счету, вот если вы посмотрите внимательно на содержание этого словарного диктанта, в нем отразилась вся та лексика, с которой они работали, воспринимая тексты о защитниках Отечества и создавая вот эти 3 текста. Гостей, участников открытого урока, взрослых людей, я попросила эти работы проверить, чтобы они сами понимали, ну, с какими ребятами, с каким уровнем предметных компетенций наши гости имеют дело. И вот тут и оказалось немножечко, все обнаружилось, что дети не очень орфографически грамотны, бывает так, абсолютно бывает. Но, судя по отзывам, которые сейчас дальше будут представлены, вы видите, что гости, ну, такое очень хорошее у них было впечатление от этих детей, и гости мне потом признали, что они думали, что это один из самых лучших, самых сильных классов. Ну, я рада. Вообще мы стараемся, конечно, как-то с ребятами не подставлять и не подводить друг друга. Это, по-моему, дорого стоит. Можно следующий? Ну вот, перед вами отзывы специалистов об уроке и формирование концепта подвиг в рамках основ духовно-нравственной культуры народов России. Я думаю, что ОДМКР в кадетских классах как раз лучше всего реализуется через кадетский компонент. Ну и вы видите, как высоко гости оценили продуктивность урока, что за урок было сделано очень много. Я сейчас вот, когда вспоминаю этот урок, я сама недоумеваю, как мы так за 40 минут успели сделать все и сделать достаточно качественно. Следующий, пожалуйста.
Следующий слайд я назвала, наверное, знакомыми словами, для многих знакомыми словами Дмитрия Сергеевича Лихачева. Патриотизм надо воспитывать. Мы чаще всего призываем, просто призывать абсолютно непродуктивно, а вот организовать вот такой вот процесс воспитания на примере поступков людей, кем восхищаешься, кому хочешь подражать, на кого хочешь быть похожим, это, наверное, дорогого стоит. И при этом такой воспитательный процесс в рамках урока – это прежде всего системное воспитание. Ну и проектная деятельность она создает возможность для такого интегрированного подхода образования и воспитания и урочной, и внеурочной деятельности. Плюс никакая проектная деятельность невозможна без исследовательского компонента. Поэтому ученики здесь выступают и в роли исследователей. После уже завершения этого проекта ребята заинтересовались судьбами защитников Отечества и через год представили на республиканской конференции на базе нашей центральной библиотеки исследовательскую работу «Одухотворенные люди» и стали победителями этой конференции. Не было вот в прошлом году ни одной нашей городской газеты, которая бы не писала об их таком звездном выступлении. Ну, и интересным, полезным, конечно. Следующий. Можно? Ну, рефлексия всегда завершает любую деятельность, в том числе проектную деятельность. Ну, я отразила здесь такие какие-то сухие, но достаточно показательные циферки. Ребята оценивали себя сами по листам самооценки. Ну и вот большинство детей, вы видите, 22 ученика из 23, на вопрос, что понравилось, они отметили, что им понравилось все. И дополнительно перечислили, какие виды деятельности особенно. Но были, конечно, и трудные моменты, потому что проектная деятельность, она не легкая деятельность, как для учителя, так и иной раз для учащихся. Но интересная. Мне было радостен один момент. В феврале нас закрыли на карантин, а мы готовились, как раз выполняли этот проект. Все классы радовались, а вот эти два моих класса, как мне сказали учителя, они расстраивались и переживали. Поэтому мы же выполняем проект, как же теперь проект остановится? И, конечно, дорогого стоит для учителя. Следующий можно? Следующий слайд. Ну, как были использованы проектные продукты, уже в ходе своей презентации сказала, это и на уроках, и при подготовке к устной части экзаменов в 9 классе. В феврале девятиклассники сдали экзамен. И вот первый раз они попробовали и сами оценивать по критериям, и познакомились с критериями устного экзамена вот именно вот тогда, в рамке подготовки проектов и в рамке работы с этими текстами. Поэтому в 9 классе, уже, знаете, после того, как они сами побывали экспертами, они уже не так боялись, они понимали, что нужно и как их будут оценивать, и достаточно с высокими результатами оба этих кадетских класса прошли устную часть тестирования. Ну вот теперь ждем, когда будет выпускной уже в 9 классе, что они покажут на сочинении в формате ОГЭ, и насколько этот проект тоже поможет им справиться с поставленными перед ними задачами. Последний слайд практически представляет информационные ресурсы, где некоторые мои пособия. Ну и чтобы не делать этот слайд большим, я просто обозначила пункт 3, это печатные электронные материалы о воинском подвиге Николая Плесина, Дмитрия Бушуева, Александра Алексеева. И когда мы с ребятами были на экскурсии, потому что уроки включали в себя цикл уроков и урок экскурсия, то ребята экскурсию вели сами. То есть они сами рассказывали о тех людях, с которыми стали знакомы, близкие, которые их одухотворяли вот на такую деятельность. Ну и кто знает в дальнейшем будущем. И самое главное, как в дальнейшем сложится их жизнь, какими людьми они станут. Я благодарю за внимание. Последний там слайд, который называется «Спасибо». И на нем я единственное, что хочу обратить внимание вот на девиз. Девиз кадетских классов. Станем русским щитом. Вот слово «щит» и «защитник»
это однокоренные слова, слова одного корня. И, конечно, если наши дети станут нашим щитом, то мы свои поставленные задачи, метапредметные, личностные, можем считать выполненными. Ну и главное, не посрамить Отечество. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Николаевна. Читаем отзывы. Действительно, коллеги пишут, что разработка интересная, разработка важная. Спасибо за ваш вклад. И единственное, хочу вас поправить, что разработка будет размещена на портале «Открытое образование Республики Коми» и на сайте Института развития образования в разделе «Профессиональные конкурсы». То есть там будут размещены все методические разработки. Спасибо большое еще раз. Всего доброго. Коллеги, мы продолжаем работать. И, соответственно, сейчас мы переходим к выступлению. Выступать будут у нас два участника из одной школы. Это Сидельник Елена Петровна, учитель начальных классов, и Кулагина Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, средней общеобразовательной школы номер 42 города Воркуты. Коллеги, одна маленькая, прошу прощения, техническая сложность. Буквально 2 минутки. Пока вот этот технический перерыв идет, хочу выразить вам благодарность за ваш труд. Действительно, в ходе экспертизы работ удалось познакомиться и с деятельностью кадетских классов, и с вашими методическими разработками. И радостно, что, коллеги, методические разработки выполнены на таком высоком и достойном уровне, что причем во всем из них показано, каких результатов достигли педагоги. И вот этот труд по развитию, как и Галина Владимировна сказала, кадетского образования в Республике Коми, он, конечно же, лежит на ваших плечах. И очень радостно, когда и вот в Ухту приезжаешь, идут кадеты, и в Сыктывкаре их встречаешь, и вот кадет, это звучит гордо, и когда вот они такие вот стройные, в форме, подтянутые, и что самое удивительное, это, собственно, еще ведь и манера поведения особенная. Сразу, когда вот смотришь на кадетские классы, вспоминаются гимназисты царской России, когда вот идут учащиеся гимназии, это сразу видно, гимназисты, и вот сейчас кадеты. И, конечно же, вот в их поведении, их стать, их, собственно, образ, это заслуга в первую очередь, конечно же, родителей и педагогов, потому что первый круг – это очень и очень важно. Техническая проблема у нас не решена. Коллеги, я прошу прощения, мы буквально сейчас на 5 минуток отключимся, потому что я вижу, что у меня, как у основного модератора, прерывается сеть интернета. Сейчас на 5 минуток я перезагружу модем. Прошу прощения. Коллеги, технический перерыв закончился. Я надеюсь, что сложности больше не возникнет. Итак, мы готовы к выступлению Елены Петровны, Сидельник, учителя начальных классов, я напоминаю. Она вместе с Ириной Анатольевной Кулагиной подготовили выступление по теме «Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию через образовательную деятельность обучающихся. Проект по литературному чтению. Они защищали Родину. Урок по русскому языку от рядового до маршала».
Подчеркивается, что образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства. В рамках этого процесса сегодня в России динамично развивается кадетское образование, в том числе и на уровне Республики Коми. Разработан закон о кадетском образовании Республики Коми, утвержден план мероприятий по развитию кадетского образования Республики Коми на 2018-2020 годы. Кадетство вовлекает в свои ряды смелых, энергичных, талантливых ребят, которые добиваются значимых успехов в учебе, активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях. Многие из них мечтают посвятить свою жизнь военной, государственной службе, приносить пользу людям. В основе кадетского образования гражданско-патриотическое воспитание, в том числе в рамках образовательной деятельности школы. В Воркуте накоплен богатейший опыт работы по патриотическому воспитанию и кадетскому образованию школьников. Воркутинское кадетское движение развивается с 2012 года. Сегодня в муниципалитете работает 2 центра. Центр гражданско-патриотического воспитания и Центр гражданско-патриотического воспитания и кадетского движения. В МУСУШ-42 города Воркуты в рамках развития системы гражданско-патриотического воспитания школьников в 2009 году был открыт военно-патриотический клуб «Орлы». На базе школы были опробированы и реализованы программы гражданско-патриотической направленности, воспитание гражданина-патриота и «Я гражданин России». В сентябре 2018 года в школе был открыт первый кадетский класс в рамках организации преемственности при реорганизации гимназии номер 3 города Воркуты с МУСОШ номер 42 города Воркуты. Куратором кадетского движения в нашей школе стала войсковая часть номер 34575. Взаимодействие с кураторами – это организация занятий по боевой, строевой подготовкой в кадетском классе. Это совместные мероприятия, торжественные памятные даты. Это экскурсии в войсковую часть для учащихся. Это участие в проведении родительских собраний по вопросам профессиональной ориентации учащихся, в условиях обучения в вузах, порядка прохождения воинской службы. Сегодня, решая задачу об организации кадетского образования, мы говорим об организации кадетского образования в рамках целостной образовательной среды. В основе этой среды лежит деятельность, которая является важной составляющей федеральных государственных образовательных стандартов. Общеобразовательная компонента кадетского образования является базовой. Она строится с учетом федеральных государственных стандартов в рамках преемственности основных образовательных программ. На примере нашей школы это начального общего и основного общего образования. Так как мы говорим об образовательной преемственности основных образовательных программ, я сегодня представлю опыт по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся начальной школы в рамках образовательного проекта по литературному чтению. Они защищали Родину. А моя коллега Ирина Анатольевна Кулагина поделится опытом гражданско-патриотического воспитания учащихся в рамках урока русского языка в 7 классе от рядового до маршала. Важно отметить, что духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление гражданской идентичности как основа развития гражданского общества заложены в стандарты начального общего образования. Кроме этого, уроки литературного чтения русского языка как нельзя лучше позволяют организовать гражданско-патриотическое воспитание через образовательную деятельность школьников. Но еще один немаловажный факт опыта заключается в том, что 1 сентября 2020 года мой 4 класс станет на целый год взрослее и торжественно даст клятву кадетов. Таким образом, общеобразовательная компонента гражданско-патриотического воспитания учащихся начальной школы дает возможность организации целостной образовательной среды. Эта среда ориентирована на достижение личностных результатов освоения основной образовательной программы учащихся. Она обеспечивает преемственность основных образовательных программ, в том числе и в рамках дальнейшего кадетского образования школьников. Учебно-методический комплекс, по которому работают педагоги нашей школы, «Школа России». Опыт представлен на примере образовательного проекта по литературному чтению для 4 класса. Изучая раздел «Родина» по литературному чтению, учащиеся изучают произведения о родине известных русских поэтов и писателей, знакомятся с героями Отечества, перелистывают страницы боевой славы нашей Родины, знакомятся с именами полководцев, великих граждан и патриотов. Обобщение по разделу представлено образовательным проектом «Защитники Отечества», посвященного Родине и ее защитникам. Проектная деятельность сама по себе ориентирована на достижение учащимися личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательный проект «Защитники Отечества» – это гражданско-патриотическое воспитание школьников в рамках образовательной деятельности, направленное на достижение учащимися личностных результатов освоения основной образовательной программы начального и общего образования. Цель образовательного проекта «Защитники Отечества» – формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Так как речь идет о проектной деятельности, то на таком уроке учащиеся достигают личностных результатов, связанных с учебной и проектной деятельностью в том числе. Это принятие осознания социальной роли обучающегося, развитие мотива учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Так как тема Родины на уроках литературного чтения изучается в преддверии Великого Дня Победы, учащимися классами было принято решение провести исследование и узнать о своих прадедах, воевавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Юные воркутинцы выяснили, что в их семьях есть самые настоящие герои-победители Великой Отечественной войны, их прадеды. Перед нами стала проблема, как правнуки победителей могут сохранить в памяти своих героев, о своих защитниках Отечества. Что мы можем сделать, чтобы имена и боевые подвиги не были забыты? Поэтому мы конкретизировали цель проекта. В 9 мая 2020 года создать музей о боевом пути ветеранов прадедов, защитники Отечества, которую с гордостью передадим школьный музей «Моя малая Родина» и принять участие в параде бессмертного полка 9 мая. Таким образом, появилась практическая значимость проекта. Многие из моих четвероклассников не были знакомы со своими прадедами, никогда их не видели. Проект – это возможность познакомиться со своими родственниками, узнать историю жизни их боевого пути, сохранить память о своих прадедах в семьях, стать поколением, которое знает свои корни. В год 75-летия Победы такой проект – возможность вспомнить о каждом солдате Великой Отечественной войны, сказать спасибо за мирную жизнь. На первом этапе работы над проектом мы написали сочинение «Что значит для меня моя Родина?». Обсудили приучившиеся работы учеников класса, посетили школьный музей «Моя малая Родина» и познакомились с экспозицией о Великой Отечественной войне. Самое главное, учащиеся собрали информацию о своих прадедах-ветеранах. Ребятам необходимо было расспросить родителей, бабушек и дедушек о Великой Отечественной войне и о членах семьи, участников боевых действий. Какие военные события им запомнились из воспоминаний близких людей? Для полноты представления об этих нелегких страницах истории нашей страны узнать, какие книги о войне оставили след в памяти, какие песни и стихи хотелось бы им слушать. Для этого была разработана пошаговая инструкция. Шаг первый. Найти в семейных архивах фотографии, информацию о своем защитнике. Также было принято решение воспользоваться информационным проектом «Памятный род». Эта задача оказалась самой сложной. Фотографии прадедов, участников Великой Отечественной войны, в семьях школьников не так много. Некоторые хранятся у родственников в семейных архивах за пределами. Благодаря помощи родственников и современным техническим средствам учащиеся смогли найти и переслать друг другу фотографии прадедов. Среди них оказались как фотографии военных лет, так и послевоенных. Очень полезным в этой работе оказался информационный проект «Памятный род». На этом сайте четвероклассники нашли призывные документы прадедов. Путь солдат и наградные документы. Шаг второй. Отсканировать все фотографии и распечатать их в едином стиле. Современные технические средства позволили нам сделать эту работу четко. Шаг третий. Собрать подборку книг и стихов по войне. Найти фонограмму песен военных лет. Здесь ребята со списком книг о войне обратились в школьную библиотеку. Вместе с педагогом-библиотекарем Ириной Александровной они подготовили книжную выставку «Произведения Великой Отечественной войны». Эти книги школьники для чтения брали домой.
Важно отметить, что самым увлекательным для ребят стало произведение Валентины Васильевой «Васек Трубачева и Викторович». Школьные фанатики, четвероклассники совместно с учителем музыки по составленным спискам сделали подборку фонограмм песен военных лет. Начинать новый учебный день с патриотических песен стало традицией класса в преддверии. На втором этапе работы над проектом мы разделились на группы. Группы распределились по темам. Они защищали Родину или дорогу правды, и Россия Родина моя. Ребятам предстояло обсудить и выбрать название проекта, определить, какой конечный продукт получится у группы и в каком виде будет представлен проект, обсудить, какие элементы будут использованы в работе над проектом, какой дополнительный материал, в том числе информационный, потребуется для работы. Определить, что надо сделать группой, а затем после обсуждения составить план выполнения работы. Учащиеся распределили между собой обязанности выполнения проекта, заполнили листы планирования и продвижения по заданию. Проект «Защитники Отечества» – это гражданско-патриотическое воспитание школьников в рамках образовательной деятельности, направленное на достижение учащимися личностных результатов в освоении основной образовательной программы начального и общего образования. Важно отметить, что в работе над проектом приняли участие не только учащиеся класса, но и родственники школьников. Этот проект объединил всех в одну большую команду под названием «Бессмертный путь 4-го класса». И сегодня 4 класс создает музейную книгу о боевом пути ветеранов Прадеда, которая будет храниться в школьном музее «Моя малая Родина». В книге 24 фамилии участников Великой Отечественной войны, 24 истории боевого пути, 24 страницы фотограмм. 9 мая 2020 года 4 класс планирует принять участие в виртуальном шествии бессмертного полка в рамках российского движения. Но сейчас я передаю слово своей коллеге Лагину Ирине. Осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, Добрый день. становление гуманистических... Создание кадетских классов в нашем образовании явление достаточно новое. Так как речь идет Во многом их появление было продиктовано и социально-экономическими преобразованиями в стране, и возрождением духовно-нравственных ценностей, и особым престижем российской армии после ее реформы. Создание кадетских классов способствует воспитанию человека, который обладает высокой степенью гражданственности, патриотизма, человекообразованного, мотивированного к самообразованию и творческой самореализации. И что немаловажно, обладающего высокими нравственными ценностями, готового к осознанному обеспечению безопасности страны. Переход младших школьников на новый для них этап обучения кадетский класс осуществляется на принципах преемственности. Именно поэтому работу моей коллеги Елены Петровны Сидеевой в 4 классе можно рассматривать как своеобразную подготовку к переходу. Поэтому мы конкретизировали цель проекта. Обучение русскому языку в кадетском классе, как и в других классах параллели, ведется по стандарту. Которую с гордостью передадим Но в бесспорно, музей «Моя малая». отличие кадетского класса привносит в учебный и воспитательный процесс некоторые особенности. Они связаны прежде всего с атрибутами, которые есть у кадетов. Это ношение формы, кодекс чести, определенный порядок приветствия учителя в начале урока. Пожалуй, самое важное – это клятвенное обещание, своего рода присягу, которую каждый дает перед строем и в поступлении в кадетский класс. На первом этапе Именно работы над в проектом учебном мы написали процессе сочинение. дает большую оценку Обсудили получившиеся духовно-нравственному направлению. учеников класса. И на уроках Посетили школьный русского музей языка и «Моя малая литературы Родина» и познакомились учитель с имеет позицией возможность Великой непосредственно, Отечественной войны. И самое через главное, воздействие учащиеся на сердца собрали и информацию умы о детей, своих прадедах и приведет ветеранах. любовь к Ребятам своей родине, необходимо было расспросить родителей, готовность бабушек встать и на ее дедушек защиту, о Великой Отечественной как это делали войне и о их членах предки. семьи, то есть участников
боевых действий? воспитывать Какие истинных военные патриотов. события им запомнились из На воспоминаний уроках близких русского людей? языка и Для полноты литературы представления об этих возникает нелегких особая страницах атмосфера, истории нашей страны потому что на них книги о войне происходит оставили след в их памяти. приобщение Какие песни и стихи к хотелось бы мужеству, послушать? к Для подвигу этого народа. была разработана пошаговая Технологии, положенные Шаг в основу первый. уроков, Найти в семейных могут быть архивах фотографии, различны. Это информацию о своих зависит от вещах. того, Также какие было цели принято решение будут поставлены воспользоваться и какие информационным планируемые средством. результаты Эта задача предполагает оказалась самой сложной. учитель. Фотографии прадедов, Приступая к школьной разработке внеклассного войны, занятия по семьи русскому школьников языку по так теме много. Некоторые рядового хранятся у до родственников в маршала, семейных архивах. предпочтение мною было Благодаря отдано помощи игровой родственников и технологии. современным техническим Целью средствам обращения учащиеся к смогли найти игровой и переслать технологии друг другу является фотографии прадедов. приобретение Оказались как учеником фотографии конкретных так и практических повседневные навыков фотографии. и Очень перевод полезным в знаний. этой работе оказался информационный проект Применение «Память народа». игровых На технологий этом сайте позволяет четвероклассники развить в изучили каждом документы ученике прадедов, путь солдат такие и методы личностные программирования качества, документы героев. как Шаг целеустремленность, второй. Отсканировать сотрудничество, все фотографии, умение распечатать приходить их в на единый помощь архив. товарищу Современные и технические средства активность. позволили нам сделать эту работу. Тема и технология урока Шаг дают третий. возможность Собрать подборку сформулировать книг, оптимальные найти цели фонограммы и песен по задачи теме. занятия. Здесь ребята со Учебные, списком книг формирование обратились коммуникативной к библиотеке. компетенции, Вместе с педагогом элементарного библиотекарем уровня Ириной устной Александровной они письменной и подготовили книжную научной выставку деятельности. произведения Великой Отечественной Образовательное войны. расширение Эти книги кругозора, школьники для чтения брали и развивающее читали друг другу. развитие Самому интеллектуальных функций приветствовала и произведение универсальных Алексеева, учебных Василия умений Горбачева и его товарищей. младших школьников, Школьные фонотеки развитие четвероклассники познавательного совместно с учителем интереса к музыки детскому движению, по составленным спискам сделали воспитательное, подборку фонограмм воспитание песен. нравственных Начиная качеств новый и учебный день с личности патриотической младшего песни стало школьника, традицией чувства преддверии патриотизма. Дня Победы. На втором Исходя этапе из работы над целей проектом мы и разделились задач на группы. занятий, Группы планировали распределились по темам. его Они результаты защищали Родину и и формирование и Россия Родина. универсальных Ребятам учебных предстояло действий. обсудить и выбрать название проекта, Личностный. определить, какой конечный продукт, Личностное в каком самоопределение, виде будет представлен установка проект, связи между обсудить, какие целью элементы будут учебной использованы над деятельности проектом, и ее мотивами, какой умение дополнительный материал, в том оценивать числе информационный, усвоенное потребуется для содержание, работы группы. Определить, что надо познавательное, сделать группе, а затем после постановка и обсуждения формулирование составить проблем, план выполнения работы. структурирование Учащиеся распределили информации, между собой анализ с обязанности целью выполнения выявления проекта, общих заполнили листы признаков, планирования сравнения, и продвижения сопоставления, задания. коммуникативное, Проект «Защитники» инициативное это сотрудничество в гражданско поиске патриотическое и сборе воспитание информации, школьников в рамках умение образовательной с деятельности, достаточной полнотой и на достижение точностью учащимися выражать личностных свои результатов мысли, освоения основной управление образовательной программы поведением начального своих высшего и образования. партнеров групп, Важно отметить, контроль, что в работе над проектом коррекция, приняли участие не только оценка учащиеся его класса, и своих но и близких, родственники школьников. регулятивное, Этот проект объединил всех под целеполагание, большую планирование, команду под прогнозирование, названием контроль в «Освоение форме сравнения своих ответов И с сегодня эталоном 4 с класс целью обнаружения, о боевом отклонения от пути него ветеранов-прадедов, и которая оценка будет храниться результатов в школьном работы. музее «Моя малая родина». Начинаются занятия, как 24 обычно, фамилии с рапорта участников, дежурного кадета и приветствия, 24 истории что задает боевого пути, особую 24 мотивацию страницы ученикам памяти. на работу 9 и мая дисциплинирование. 2020 года 4 Тема класс занятий, записанная на участие в доске, виртуальном шествии озвучивается в учителем, рамках российского а цели урока, в зависимости Сейчас я от уровня передаю слово своей подготовки коллеге класса, Лагерной. можно предложить сформулировать самим ученикам с последующей коррекцией учителем, либо озвучить самому учителю. Начиная работу с раздаточным материалом, это погоня от рядового до маршала сухопутных войск, следует обратить внимание на количество и размер звездочек на офицерских погонах, чтобы облегчить распознавание званий. Если учеников в классе много, погоны могут повторяться. После распределения погон учитель предлагает ученикам на время занятия стать военными, имеющими определенное воинское звание, и ответить на вопрос, какое звание в армии имеет человек, чьи погоны они получили, и записать его. Во избежание орфографических ошибок в написании воинских званий проводит словарный диктант.
включающий словосочетание с этими названиями. Например, подойти к майору, выслушать лейтенанта, обратиться к генералу. Обязательно необходимо включить в диктант несколько словосочетаний обращений. Товарищ капитан, товарищ полковник, чтобы акцентировать внимание учеников на правильном обращении к старшему по званию. Для самопроверки определения воинского звания и правильного его написания на экран выводит плакат с изображением погон и названий воинских званий. Ученики проверяют написанное ими и исправляют ошибки, если они есть. Этим мы отрабатываем планированные деятельности для решения поставленной цели. Самоконтроль полученного результата и умение работать с опорой, находить свои ошибки. Следует армейская физиономика, которая способствует запоминанию ранжирования воинских званий. Поэтому ученикам предлагается выстроиться в шеренгу по рангу в соответствии с имеющимися у них погонами. Затем начинаем перестроение шеренги, которое происходит после того, как ребята предлагают поменяться погонами, разойтись и построиться снова. Важный этап занятия – это работа с текстом. Для этого перед занятием кадеты уже разбиты на группы, которые занимают свои места за объединенными столами в соответствии с визиткой. Каждая группа получает текст с военной тематикой, который содержит не только названия воинских званий, но и другие военные слова. Например, названия техники, вооружения, укреплений. Такие тексты можно взять из художественных произведений Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Константина Симонова, Константина Воробьева, Виктора Богомолова и многих других писателей. Ученики выписывают слова военной тематики, работая в группе. Учителю заранее приготовлены опоры-ответы для самопроверки в каждой группе. Такая работа развивает у учеников коммуникативные и личностные навыки. Творческое задание мы используем в конце занятия. Оно помогает обобщить деятельность ученика за все время занятия и способствует его самоконтролю. Кадетам предлагается написать мини-сочинение «Почему я хочу стать военным». Необходимо напомнить ученикам, что это сочинение рассуждений. По сути, это ответ на вопрос, в который легко преобразуется заданная тема. Эта работа способствует структурированию полученных знаний, позволяет планировать деятельность для решения поставленной задачи, направленной на получение результата. Мини-сочинение проверяется самим учителем. Но перед тем, как работа будет с вами, предлагаем желающим прочитать свое рассуждение. На этапе подведения итогов занятия ученики выстраивают речевое высказывание в устной форме, обобщая полученную на занятиях информацию, обращаясь к памятке с изображением погон и званий. И завершается занятие оцениванием кадетов своей работы на занятии по 10-бальной системе, что требует от него умения анализировать свои действия, достижения. Таким образом, мы выводим ученика на личностное самоопределение. Заключительное слово учителя – это подведение итогов того, в какой мере достигнуты цели и решены поставленные задачи в занятии.
Русский язык, как учебный предмет, несет чрезвычайно высокую познавательную ценность. Воспитание личности с высоким чувством патриотизма, осмысление общечеловеческих ценностей, планомерная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в школе непременно даст положительный результат. Потому что молодое поколение учится находить правильные ориентиры, формировать систему отношений к тем или иным событиям. Спасибо за внимание. Коллеги, мы посмотрели выступление коллег. Сейчас предлагаю посмотреть их презентацию, очень быстренько пролистать, потому что действительно выступление было очень хорошее. И работа проделана очень интересная, и Елена Петровна, и Ирина Анатольевна действительно провели колоссальную работу и подготовили презентационный материал. Ну вот в связи со сложившейся ситуацией не удалось нам их посмотреть вместе с презентацией. Поэтому предлагаю презентацию пролистать вот таким образом. Итак, смотрите, фактически система работы по гражданско-патриотическому воспитанию. Мы видим, что кадетские классы, начиная с начальной школы, начинают изучать эту тематику. И личностные результаты, и вот этапы работы, о которых, собственно, говорила Елена Петровна, вот они представлены, эти этапы проекта. Проект действительно интересный. Проект «Они защищали Родину». И если ребята действительно примут участие в виртуальном шествии, то это будет очень и очень замечательно. И вот проект, который представила Ирина Анатольевна, «От рядового до маршала». Урок русского языка, где ребята изучают воинские звания, есть памятка. Действительно очень интересно построено, получая вот такие вот погоны. Ребята изучают, кто есть кто, и, в общем-то, это тоже прививает им и уважение к воинской службе, и, видите, поднимается и значение вообще, в принципе, кадетского образования. Действительно, очень интересно. Я повторю, что все материалы будут выложены на портале «Открытое образование», в том числе при обработке видеозаписи данного семинара мы попробуем совместить презентационные материалы с выступлениями коллег, и будем надеяться, что у нас, коллеги, что у нас все получится. Ну, простите, что вот сейчас такая ситуация, действительно, на платформе Профми очень много, очень большое на как раз количество сейчас людей. Следующее выступление мы, собственно, закончили с вами номинацию «Лучшая технологическая карта уроков в кадетском классе». И я сейчас попробую, если получится, передать слово все-таки Гусаковой Виктории Олеговне, кандидат искусствоведения, преподаватель Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, заведующая сектором методической работы отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. Как минимум мы сейчас включим ее презентацию, и попробуем услышать Викторию Олеговну. Коллеги, не получается.
Видите, что все висит. Действительно, ProofMe согласна, полностью с вами согласна, но, к сожалению, вот в ситуации, вот в такой ситуации не удается. Коллеги, сегодня вообще, в принципе, что-то с ProofMe происходит. Третий вебинар, который ведем, второе совещание, и очень сложно сегодня дается. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Меня зовут и мой доклад называется «Личностные достижения как результат духовно-нравственного воспитания». Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Меня зовут Виктория Олеговна Гусакова. И мой доклад называется «Личностные достижения как результат духовно-нравственного воспитания обучающихся военно-учебных организаций и кадетских классов». Сегодня очень много говорят о личностном результате, о личностном достижении. И в связи с этим хотелось бы рассмотреть некоторые вопросы, которые касаются именно тех обучающихся, которые изначально хотят связать свою жизнь с профессией, связанной с защитой Отечества, с служением Отечества. И вначале давайте обратимся к тому, что же понимается под личностным достижением. Это положительный результат продвижения личности по пути усвоения знаний и развития умений применять их на практике, а также степень самоопределения личности в разных сферах жизни, включая профессиональные сферы жизни. И вот когда мы говорим с вами о защите Отечества, то здесь профессиональное самоопределение не может носить исключительно характер реализации собственных талантов, умений или желание хорошо в этой жизни зарабатывать, жить, устроить свой быт, занять какое-то положение. Потому что защита Отечества всегда связана с личностным самоопределением человека. И вот эти вопросы должны воспитываться уже со школьной скамьи, а именно в подростковом возрасте. Не случайно военно-учебные организации набирают ребят нравственным выбором в пользу блага. Имеют рядом выбором в пользу блага. Во-первых, результат такого достижения очевиден, но неизменен в силу неисчерпаемости понятия. Во-вторых, в сфере духовно-нравственного воспитания положительный результат может граничить с отрицательным, так как внешний хороший поступок может иметь противоположную внутреннюю сторону, которая определяется мотивами личности. Я уже немного затронула. Ну, например, почему ты хочешь стать военнослужащим, потому что будет хорошая зарплата. Личностная мотивация здесь не является достижением, потому что человек вроде бы профессионально самоопределяется, выбирает профессиональное стремление помочь, добродушие и отзывчивость. Целесообразно привести пример беседы с суворовцами третьего курса. Третий курс – это 7 класс. На занятиях по основам духовно-нравственной культуры народов России по теме «По наитию Святого Духа. Творчество Александра Андреевича Иванова». На следующем слайде вы видите картину Александра Иванова и ее эпизоды. Анализируя изображенных на известной картине Иванова явления Христа народу персонажей, суворовцы прокомментировали фарисеев. Они вверху изображены, и фрагмент вынесен на слайде отдельно. Что говорили ребята? Кто такие фарисеи? Это знатные и богатые люди. Это те, кто соблюдал все законы и отчитывался за них Богу. Практически все ребята в своих ответах указали на один, по их мнению, факт. Несмотря на то, что фарисеи соблюдают законы, они умные,
Они знатные, они богатые, они положительные, но они распяли Христа. На вопрос, откуда у суворовцев знания о фарисеях, ребята сказали, что из уроков истории древнего мира и из бесед со священником домовой церкви. Кроме допустимых для возраста суворовцев фактических неточностей событий первого века, в ответах присутствовало яркое противоречие. Если фарисеи, умные, соблюдают закон, знатные и богатые, то почему же им так легко меняется злодеяние, как праздник Христа? На вопрос педагога, почему же умные, образованные люди, соблюдающие закон, распяли Христа, суворовцы дали следующие ответы. Они были лицемеры, они были умные, но не добрые, испугались императора, слишком правильные люди. Вот очень интересный ответ, который написали ребята, слишком правильные люди. На следующий вопрос, а за что распяли Христа? Ответы, на первый взгляд, были парадоксальные. Он был очень добрый, он был милосердный, его не понимали. И когда потом ребята сами пересчитывали свои ответы, то они видели этот парадокс, который присутствовал в их ответах. Распяли потому, что добрые, распяли умные порядочные люди. Так чего же не хватало умным, порядочным людям, которые соблюдали закон, чтобы не совершить зло? Из рассуждения ребят закономерно видится вывод, что знание закона и образованность не является гарантией нравственности, гарантией добра. И вот в связи с этим можно вспомнить слова апостола Павла, а я вынесла их на слайд. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я меч звенящий, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь, как душевное и духовное качество человека, данное ему от природы, но в силу воздействия социума, проявляемое с разной силой, не может дать импульс к причинению зла. То есть фарисеи знали закон, но любви не имели. И по словам апостола Павла, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Вот эта любовь была у Христа. И это тоже потом ребята отмечают, анализируя и картину Александра Иванова, и евангельскую историю, и историю вообще. Мне интересно мнение ребят, познакомившихся на занятиях с последними днями Христа. Идея такого знакомства состояла в том, чтобы показать готовность Христа к самопожертвованию. Тема самопожертвования и готовность к самопожертвованию очень важна для раскрытия, рассмотрения, для тех, кто стремится связать свою жизнь с защитой Отечества, особенно для военнослужащих. Конечно, все мы хотим, чтобы наши дети служили в мирное время, но мы все равно видим, что очаги там или здесь возникают. И вот эту готовность осознать и воспитать в себе представляется очень сложным делом, внутренней работой, глубокой внутренней работой. И поэтому последний путь Христа, земной путь Христа, рассматривался в контексте подвига наших дедов в годы Великой Отечественной войны. Готовность человека к самопожертвованию ради спасения миллионов. И вот в связи с этим была затронута тема преодоления человеческой телесной и душевной слабости. Особое внимание ребята обратили на моление о чаше, где Христос просит Отца миновать,
чтобы чаша миновала его, да минут меня чаша сия, говорит он, зная о грядущих страданиях. И вот здесь они пытались прочувствовать на каком-то своем уровне, о том, как они говорят со своим отцом, о том, как бы они обратились к своему отцу, и какая сила духа была у Христа, отмечали ребята, чтобы проявить великое смирение и сказать, да будет воля твоя. Самопожертвование, смирение, вот сила духа, это получается качества неразрывно связанные между собой. Здесь же также на занятиях можно вспомнить воспоминания ветеранов и участников войны. Например, очень хорошо это раскрывается в книге Никулина, Николая Николаевича Никулина, который потом работал в Петербургской академии художеств. В его книге «Воспоминания о войне» он писал о том, как первый раз, когда ему нужно было идти на фронт, он испытывал страшный страх. И как этот страх он преодолевал, и как он его преодолел за годы Великой Отечественной войны. Вот истинное торжество духа над телом и душой, преобладание духа в человеке. Вот то, что нужно воспитывать у будущих военнослужащих. Интересно было размышление суворовцев, что бы они сделали, если бы оказались в Иерусалиме в толпе и видели Христа, несущим крест. Ответы были разные. Они были очень искренние. Были ответы, я вообще себя не могу там представить. Но были ответы, которые говорят о глубоком прочувствовании событий и уже, вот, можно сказать, основ формирования в себе нравственного чувства и готовности к самопожертвованию. Ну что я бы мог сделать, пишет семиклассник. Я бы мог крест разве помочь нести. То есть попытка осмыслить события максимально реально. Я бы свою жизнь был готов отдать за Христа, и все бы постарался сделать, чтобы люди одумались. В ответах отсутствовала бравада или ложный пафос. Например, такой ответ в сочинении. Я бы стал так молиться, чтобы меня Бог услышал. Особенно трогательно звучали ответы. Я бы постарался утешить Богородицу. Я бы не оставил Христа, я бы стоял рядом. Вот эти вопросы говорят о том, что рассмотрение, вот особенно на таких уроках, как основы духовно-нравственной культуры народов России, которые непосредственно связаны и с религиозными культурами, очень важно, потому что они позволяют максимально прочувствовать то, к чему человек призван, то, что ты выбираешь. Если ты видишь свое призвание в служении к Отечеству, то ты должен быть готов к самопожертвованию. По большому счету, выбор профессии военнослужащего – это уже личностное достижение, но только в том плане, если человек осознает всю глубину ответственности, которую он выбирает. Это, можно сказать, нравственный выбор. И опять, возвращаясь к евангельской теме, очень интересно было посмотреть на то, как отзывались ребята в беседе об апостолах. Большее внимание привлек у них апостол Иоанн, потому что он был совсем юный, чуть старше наших с вами учащихся, и он единственный, кто не оставил Христа и не испугался, и стоял у распятия. И именно этот апостол Иоанн тоже пишет о том чувстве любви, которое должно воспитываться в человеке, чтобы в нем преобладала сила духа. Он пишет, записывает заповедь Христа.
в одном Евангелии этого нет, только в Евангелии от Иоанна. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас», это говорит Христос апостолам. Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Поступок соизмеримый с личностным достижением, совершаемый по любви. То есть мы с вами приходим к тому, что личностное достижение, оно должно быть нравственным, и оно достижение только тогда, когда оно совершается по любви. Напрямую связано с ключевым понятием духовно-нравственного воспитания – это внутренним человеком. То есть личностный результат – это прежде всего внутренний результат, результат внутренней работы человека над самим собой, и потом только он отражается во внешних поступках. Известный хирург и педагог Николай Иванович Пирогов, наставляя учителей, говорил им: не спешите давать знания, дайте выработаться и развиться, созреть и окрепнуть внутреннему человеку. Он уделял большое внимание воспитанию души и духа, предостерегал учителей от излишнего умственного развития детей. В традициях отечественной православной культуры человек потенциально бесконечная личность. И эта ее бесконечность заключается в возможности преодоления зла, выхода из минуса и вхождения в плюс. Это тоже бесконечно. Нельзя стать абсолютно положительным человеком, так же, как и нельзя быть абсолютно отрицательным. Степень самосовершенствования неизмерима. Приближение к идеалу может растянуться на всю жизнь, все равно человек не достигнет идеала. Идеал всегда потенциален, он недостигаем. И чем больше человек к нему стремится, тем больше он осознает свою отдаленность. Это процесс постоянной внутренней работы. Поэтому начальная степень созревания внутреннего человека, задающая вектор его образовательной деятельности, определяется гармоничным развитием его талантов. Когда еще совсем юный человек получает радость от того, что он делает и как он делает. Нельзя радоваться тому, что ты делаешь некачественно, что ты делаешь абы как. Человек должен получать радость деятельности. Опять можно вспомнить Священное Писание, где Господь, когда творил мир, Он видел, что это хорошо, это идеал творения, идеал созидания. Творить и видеть, делать, творить, учиться и видеть, что это хорошо. В педагогике важно учесть разницу между личностным достижением и личностным результатом, хотя они близки. Но в чем же здесь главное отличие? Достижение изначально не может быть с минусом, тогда как результат может быть отрицательным. Достижение всегда связано с рефлексивной деятельностью самого обучающегося, его внутренней мерой своих действий, тогда как результат измеряется внешними критериями, определяемыми педагогами, воспитателями, родителями, социумом. Результат может иметь и отметочное измерение, это как измерить достижение, особенно личностное достижение. Далеко не всегда личностный результат оценивается как достижение, а достижение отмечается как личностный результат. На разных возрастных ступенях содержание личностных достижений будет различным. Ну вот, например, как определяют личностные достижения суворовцы первых и третьих курсов, то есть пятых классов и седьмых. Пятых классов – это как те, которые только поступили и учатся первый год. На занятиях по основам духовно-нравственной культуры народов России было дано такое задание. Напиши свое личностное достижение за последний год и второй вопрос, что ты планируешь достичь в ближайшее время. Что ответили ребята? На первом курсе, на первый вопрос суворовцы ответили: личностным достижением они считают поступление в училище, успехи в спорте, отличную учебу в первом полугодии и также разные моменты, научил 3 человека собирать кубик Рубика, нравственные качества, наладил отношения с ребятами, и только 1% написал, начал осмыслять свои поступки. На второй вопрос, что ты планируешь достичь, преобладали такие ответы:
стать отличником или звездным хорошистом, повысить дисциплину, стать замком взводом, войти в сборную по шахматам. И 1% написали научиться покупать родным подарки и научиться заботиться о родных. Один суворовец из курса, на курсе 80 человек, написал перестать грешить. На третьем курсе суворовцы уже не рассматривали поступление в училище как достижение в силу неактуальности вопроса. У них преобладали успехи в спорте, отличная учеба 78%, не нарушать дисциплину 17% и нравственные качества. Причем стоит обратить внимание, о чем писали ребята, которые живут в казарменных условиях и в системе интерната. Научиться терпеть всех, сдерживать себя и стать добрым. Именно уже, да, мы видим с вами, что научиться терпеть – это нравственное качество. На второй ответ, что ты хочешь достичь, продолжали доминировать ответы, связанные с повышением качества успеваемости 84%, и по сравнению с первым курсом увеличился процент, кто указал заботу о близких. И тех, кто поставил цель нравственного самовоспитания, стать добрее, терпеливее и так далее. Этот опрос показал, что большинство обучающихся видят личностные достижения в своих внешних проявлениях, оцениваемыми педагогами, командным составом и жюри. Для них личностное достижение сопряжено с высоким внешним результатом, который, по сути, может быть не только личностным, но и предметным и метапредметным. Лишь немногие считают личностным достижением самовоспитание нравственных качеств. Однако именно высокий нравственный уровень позволяет достичь высоких внешних результатов. И не наоборот. И, к примеру, к тому в отечественной истории достаточно. Суворов, Ушаков, герои Великой Отечественной войны. Достижением высокого нравственного уровня является требуемый личностный результат духовно-нравственного воспитания, который особенно востребован у тех, кто выбрал путь защитника Отечества. Однако его критерии не определяются не баллами, дипломами и кубками, а внутренней мотивацией человека к совершенствованию поступка не за награду, а по любви. В современных условиях стремительного развития технологий воспитанникам военно-учебных заведений и кадетских классов в 21 веке особенно важно воспитать данные им от природы чувства любви так, чтобы оно взрастало в них, двигало их поступками и способствовало укреплению силы духа в защите Отечества. Учитывая темпы самосовершенствования вооружения, воспитанники из первого курса осознают, что их цель не победить в возможной войне, а оградить мир от войны, сохранить его в целостности для потомков, служить в мирное время так, чтобы это время распространялось дальше. Фраза «я уже обрек себя умереть на пути к пользе Отечеству» принадлежала не воину, а художнику, который написал грандиозную по идее размером картины явления Христа народу. Это произведение, по мысли создателя, должно было дать людям нравственные ориентиры. Его замысел реализовался во всей полноте. И мы видим сегодня, что именно эта картина побуждает юное поколение на нравственные вопросы. После знакомства с творческим мастером, чьи произведения пробуждают чувства добрые, на вопрос, чего ты планируешь достичь в ближайшее время, воспитанники первого курса стали писать: больше интересоваться родителям, не мешать товарищам на самоподготовке, понимать, что учителям и офицеру с нами бывает трудно. Обучающимся на третьем курсе написали: чаще думать, что я могу сделать хорошего, научиться применять свои знания не только на пользу, но и на добро, научиться жить не для себя. Резюмируя вышесказанное, отметим, что в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся военно-учебных заведений и кадетских классов личностное достижение может и должно стать личностным результатом, если его критерием является формирующийся внутренний человек, который соизмеряет свою деятельность чувством любви и устремляет ее на благо Отечества. Спасибо за внимание.
Так, коллеги, мы с вами услышали выступление Гусаковой Виктории Олеговны. Действительно, выступление очень фундаментальное и очень, сейчас подберу слово, очень такое содержательное. Действительно, много чего интересного мы с вами услышали, и вот презентация, которая сопровождать должна была ее слайды, ее выступление, коллеги вам открыли для скачивания, чтобы вы могли параллельно с ней читать, смотреть. Фактически высказывание, вы видите, да, что личностные достижения может и должно стать личностным результатом, и фактически как раз вся работа педагогов, задействованных в кадетских классах, она и на это и направлена. И Виктория Олеговна очень хорошо это подчеркнула в своем выступлении. А мы с вами двигаемся как раз-таки ко второй номинации «Лучшая разработка мероприятий в рамках внеурочной деятельности». И здесь мы с вами услышим два выступления. Это проект «Зажги звезду» учителей школы номер 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени Малышева. Это будет Елена Вениаминовна Чудова и Марина Васильевна Елькина. Мы включим их, вашу презентацию, коллеги, и фоново будет звучать ваше видеообращение. Повторю, что, к сожалению, вот сегодня такой формат, потому что не смогли коллеги объединить, и мы постараемся это сделать в ближайшее время. Итак, проект «Зажги звезду героя». Здравствуйте. Я классный руководитель 5 В класса, Елькина Марина Васильевна. Совместно с преподавателем русского языка и литературы Чудовой Еленой Вениаминовной продумали и подготовили интегрированное занятие «Женщины в годы Великой Отечественной войны». Это занятие подготовлено в рамках неурочной деятельности и стало частью большого проекта «Зажги звезду героя», с которым мы хотим вас познакомить. Итак, вы видите, что цель проекта – это воспитание чувств причастности к историко-культурной общности российского народа. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной. Фактически задача проекта – это воспитать уважительное отношение к истории своей страны, сформировать личностную патриотическую позицию учащихся и формировать регулятивные и коммуникативные компетенции. Среди ожидаемых результатов – укрепление личности, патриотическая позиция учащихся, повышение интереса к истории и сплочение детского коллектива. Вы видите, что план проведения проекта у нас длится с декабря 2019 года по, планировалось май 2020 года. Знакомство родителей учащихся с планом проведения проекта, то есть в декабре их родители
погружали. И далее просмотр обсуждения фильма «Девочка ищет отца». Удивительный фильм, действительно. Обсуждение выполнения заданий на уроке «Родная русская литература». Видите, что проект поддерживается серией классных часов и интегрированных занятий. И в течение 2 недель обучающиеся, коллеги, поправляйте меня в чате, если я ошиблась, в течение 2 недель обучающиеся ищут материалы о героях Великой Отечественной войны, которые распределены между ними, и, соответственно, далее защищают некий такой вот мини-проект, и выйти на главную причину победы Великой Отечественной войны – это массовый героизм народа. Ну и вы видите, что в апреле должно было... Тамара Александровна, если бы Proof.me позволяла это, я бы это сделала. Итак, все, что, собственно, в апреле должно было произойти, знакомство учащихся с подвигами малогвардейцев и судьбой семьи в годы Великой Отечественной войны. Посмотрите, посещение музея школы номер 12 города Сыктывкара, подвиг малогвардейцев и обсуждение, опять-таки же, на уроке родной русской литературы. И в мае устный журнал «Герой Великой Отечественной войны». Я надеюсь, что у коллег это получится, что они смогут это сделать в рамках не таких технических возможностей, а что детки запишут свои проекты защиты. Есть огромное количество платформ, которые позволяют это сделать. Это и Zoom, и Proof.me, и OBS и так далее. Сейчас в рамках этого семинара не буду говорить. Посмотрите дистанционной формы обучения, где и Галина Владимировна, и Марина Анатольевна рассказывают об этом. И с детьми очень удобно ими заниматься. Далее. Ну и основные этапы проекта. Посмотрите, вот как уже и сказано было. Просмотр и обсуждение фильма «Девочка ищет отца». Вот они, герои Великой Отечественной войны, которые делятся между классами, я так понимаю. Серия классных часов. Видите, город-герой Ленинград, город-герой Сталинград, город-герой Москва и так далее. В данной связи, коллеги, я знаю, что вы в чате. Подскажите, пожалуйста, каким образом это коррелируется с мероприятиями, потому что у нас же там есть урок славы, и в рамках истории, это же 5 класс, да, в рамках истории тоже проводится масса мероприятий в рамках уроков преподавания предмета история. И, конечно же, тема, которая заявлена, женщины в годы Великой Отечественной войны. Посмотрите, да, то есть совершенствуют женщины в годы Великой Отечественной войны, совершенствуют навыки осознанного чтения, а это одна из компетенций, и способствует формированию духовно-нравственных ценностного современного школьника. Ты понимаешь, что это фрагмент урока. Тот самый устный журнал, как это было, я так понимаю, в прошлом году, да, в декабре 2019 они познакомились. Деятельность Малышева, чье имя носит школа. И классная конференция была запланирована на апрель 2020 года. Коллеги, мы благодарим вот в таком формате, но опять-таки же это технические особенности, Елену Вениаминовну и Марину Васильевну за представленный опыт. Опыт действительно интересный. Было бы еще лучше, если бы коллеги смогли бы подключиться, либо записать
Аудио, ну, будем стараться это сделать. В любом случае, повторю, что все материалы будут выложены, поэтому сложностей возникнуть не должно. Коллеги, а мы переходим к работе Людмилы Сергеевны Коврижных, учителя русского языка и литературы, школы номер 14 города Воркута, где мы посмотрим, каким образом, собственно говоря, ее проект. Итак, повторю, проект Людмилы Сергеевны Коврижных, учителя русского языка и литературы, школы 14 города Воркуты. Добрый день, коллеги! Поделюсь опытом работы по достижению личностных результатов на примере внеурочного занятия Иван Туроков «Мелехинский цикл». Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она обеспечивает учет индивидуальных особенностей и осуществляется с учетом интересов учеников и возможностей школы. Перед учителем стоят задачи создания условий для многогранного развития и социализации каждого школьника, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. На первом месте стоят личностные результаты, так как вопросу развития школьников уделяется особое внимание. Этого можно добиться использованием единых средств формирования личностных результатов. Выделим основные. Содержание учебного предмета, подбор художественных текстов, фактов биографии и тому подобное. Форма организации работы внеурочной деятельности. Индивидуальная, групповая, фронтальная. Методы работы. Наглядно. Особое внимание уделяется кадетским классам. Воспитательная работа в них является частью образовательного процесса и нацелена на подготовку кадет к служению Отечеству на поприще государственной, муниципальной, военной.
к родине, природе, семье. Форма проведения – круглый стол, что дает участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую тему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. Выбран вариант проведения «Методический диалог». В рамках такой формы круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется между участниками. Движущей силой диалога является культура общения и активность слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключении делается вывод, принимается решение о дальнейших совместных действиях. Начало мероприятия – исполнение кадетского марша. Ведущим круглого стола является учитель. Он руководит действиями участников. Рассказ маршем. Физическую закалку и выносливость, образованность и воспитанность. Именно такие качества ребята стараются развивать и в себе. Мнение групп по второму вопросу неоднозначно. Анализ, смелость, умение преодолевать трудности, заботливость. Где ты город, добавляется умение дружить, нести ответственность за выполняемое дело. Пшенная каша, добросовестность, непримиримость к несправедливости. Вышеперечисленными качествами. Рассказы Торопова понятны и близки учащимся потому, что главный герой их сверстник, но только другого времени, другой эпохи. В жестокую, тяжелую пору формируется характер Федора Мелехина.
Постепенно набирается он мудрости жизни, впитывает в себя опыт старших товарищей, учится жить среди честно работать и служить Родине, признавать и исправлять свои ошибки. В ходе мероприятия кадеты используют знания, полученные на уроках. текста, понимать его целостный смысл, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, резюмировать главную идею текста, критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его, предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации, выделять общую точку зрения в диалоге, высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога, принимать решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. Для написания сочинений на экзамене по русскому языку в качестве литературного примера для аргументации своего мнения можно использовать прочитанные рассказы Торопова. Спасибо за внимание. Добрый день, коллеги. Так, коллеги, мы Поделюсь опытом выслушали работы по достижению очень личностных интересное результатов на примере опыт, внеурочного очень интересное занятия представление Иван опыта Торопов «Милый Людмилы язык». Сергеевны, Внеурочная учителя русского языка и деятельность литературы является школы составной номер частью 14 города Воркуты учебно-воспитательного процесса и одной из завершает форм наш организации свободного времени сегодняшний учащихся. семинар выступление Она Галины обеспечивает учет Александровны, индивидуальных учителя особенностей русского языка и литературы Земстанской средней общеобразовательной Добрый день, коллеги. школы. Действительно достижения очень личностных интересно. результатов И вот как на раз примере внеурочного занятия Галина Иван Александровна Торопов «Милый Кичун, цикл». которая Внеурочная пишет, что очень деятельность интересно. Мы является как раз составной добрались частью до вашего учебно-воспитательного процесса и выступления. относящихся. Я Она очень обеспечивает попробую, учет индивидуальных особенностей и чтобы все осуществляется с учетом заработало интересов так, как учеников и надо. возможностей школы. Прошу буквально Перед учителем стоят задачи секундочку. создания условий для многогранного развития и социализации каждого школьника, Уважаемые создание коллеги, воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. У вас в презентациях есть На первом месте стоят личностные результаты.
Так Галина как Александровна, я у вас вопросы советы школьников хочу уделяется спросить, особое каким образом мы внимание. поступим? Этого Включим можно добиться презентацию, а на заднем использованием фоне ваше эффективных средств выступление, формирования либо личностного же результата. мы включаем ваше Выделим основные. выступление, а коллеги Содержание презентацию уже учебного просмотрят предмета, сами. подбор художественных текстов, фактов биографии Галина и тому Александровна, подобное. как скажете? Формы организации работы в неурочной деятельности. Индивидуальная, Либо же мы групповая, сначала слушаем ваше фронтальная. выступление, а Методы в работы. дальнейшем Наглядные, словесные, практические. мы включаем презентацию, Степень а вы на заднем взаимодействия фоне. с детьми, Правильно? Ты уже сотрудничество, заговорилась и забыла. наставничество. Хорошо. Содержание учебного предмета – Тогда, одно из эффективных коллеги, средств начинаем. формирования личностных Спасибо. результатов. Итак, Основанное Галина на Александровна целенаправленном отборе Кичун. текстов, циклов произведений в соответствии с воспитательными и развивающими задачами. Уважаемые коллеги, Христос Особое воскресе! внимание уделяется кадетским Свое классам. небольшое Воспитательная выступление работа я хочу начать является со слов великого русского педагога Константина Ушинского. Он писал, что прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери. Прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным. Тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность. И продолжаю высказыванием святителя Иоанна Златоуста. Нужно искоренить в душе ученика все дурное и насадить все доброе. Педагоги должны уметь заполнять души учеников добрыми мыслями и желаниями. В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. В основе воспитания личности лежит духовность. И задачами духовно-нравственного воспитания, вернее, целью духовно-нравственного развития воспитания является социально-педагогическая поддержка, становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В рамках неурочной деятельности я провожу в нашей школе основы православной культуры,
в 5 и в 6 классах. Эти занятия, они являются продолжением основ православной культуры и светской этики, проводимых в 4 классах. Я работаю 2-й год и провожу эти занятия 1 раз в неделю по разработанной программе. И в помощь я приобрела учебники «Основы православной культуры» для 5 класса и для 6 класса, редактор Януш Киевичене. И мне эти учебники очень хорошо помогают в подготовке к занятиям. И также эти учебники имеются у нас и у учащихся, и на уроках мы очень часто обращаемся к этим учебникам. Я приняла участие, так как я работаю в кадетском классе, в 6 классе, уже 2-й год, приняла участие в конкурсе в кадетский класс с методической разработкой внеурочного мероприятия, посвященного святому великомученику Георгию Победоносцу. Целью методической разработки является формирование духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания обучающихся. Задачи данной методической разработки следующие: ознакомить обучающихся с историей жизни святого мученика Георгия Победоносца, ознакомить с историей возникновения герба города Москвы, ознакомить с биографией героя Советского Союза Георгия Жукова, ознакомить с историей возникновения символов Георгиевский крест, Георгиевская лента и воспитывать уважительное отношение к исторической памяти своего народа, ветеранам войны, к традициям своей страны. И это занятие, оно посвящено, конечно же, святому великомученику Георгию Победоносцу. Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть, а для того, чтобы оставить после себя след, добрый след, вечный. Только человек, лично заинтересованный в судьбах Родины, по-настоящему раскрывает свою личность, по-настоящему дорожит своей честью, достоинством семьи, своего имени, рода. Вера в святых – один из самых тонких и глубоких корней духовной стойкости, мужества, непоколебимости. Именно святой Георгий на гербе столицы, Москва, самых стойких и храбрых награждает Георгиевским крестом. Георгиевская лента связала бессмертный полк. И об этом состоялся разговор с обучающимися 6 класса. Вначале обязательно, значит, в этой методической разработке вначале учитель вместе с детьми, значит, рассказывает о жизни святого Георгия Победоносца, где он родился, какую мученическую смерть ему пришлось принять. Когда он скончался, по старому стилю он скончался 23 апреля, по новому 6 мая, ему не было еще и 30 лет. И надо обязательно детям сказать, что святой Георгий, он, войдя в историю как победоносец, стал почитаться ангелом и покровителем мощи государства, армии, народов российских, семьи, детей. Что Георгий Победоносец – это заступник земли русской, поэтому за заслуги перед Отечеством вручали Георгиевский крест. И великомученику Георгию молятся о покровительстве православным воинам и армии, о покровительстве трону и государству, о спасении и сохранении России. Об этом дети должны знать обязательно. И здесь я еще детям рассказываю о том, что я сама была в городе Вифлееме, и там на тех домах, в которых живет православная семья, на каждом доме имеется мемориальная доска с изображением великого
значит, святого великомученика Георгия Победоносца. После того, как дети услышали рассказ о Георгии Победоносце, мы прослушиваем текст у белорусского писателя Бориса Ганага. Этот текст называется «Георгий Победоносец». И текст небольшой, очень интересный. Там рассказывается о мальчике Гоше, как он жил в коммунальной квартире, вот, и хотел, да, ему все время кто-то говорил, чтобы он продырявил все кастрюли, которые имеются на общей кухне. Вот. И от этого, значит, от этих плохих помыслов его именно спасла икона святого Георгия Победоносца. То есть мы прослушиваем этот рассказ и обсуждаем с детьми это произведение. Далее мы переходим к рассказу о гербе города Москвы, об истории. Ведь на гербе города Москвы изображен всадник, поражающий черного змея копьем. И об этом можно рассказывать очень много, об истории возникновения, об истории создания, о том, что были какие-то и изменения, и в конце концов, значит, в ноябре 1993 года вышел нормативный акт о восстановлении исторического герба города Москвы, в котором был описан вводимый символ города, который создали на основе утвержденного в 1781 году. То есть об этом можно говорить очень много детям. И, конечно же, с показом слайдов, вот, чтобы дети и увидели этот герб. И тут же нужно обязательно еще, я обычно детям всегда говорю, что святой Георгий Победоносец, он также и имеется на монетах. Ведь очень часто можно увидеть небольшие такие незначительные монеты, 10 копеек, 5 копеек, там, например, которые валяются или на полу, может быть, или на земле. Вот. И детям нужно всегда говорить, что посмотрите, поднимите эту монету, посмотрите на обратную сторону. Да. Кого вы видите? Изображение. Чье изображение вы видите? Они и скажут, что это Георгий Победоносец. Поэтому это же святой мученик, да? Как же это все находится, вот валяется где-то там в грязи, в пыли и так далее. То есть это святыня получается, да? И к святыням нужно относиться очень, значит, как-то хорошо, да? Так, далее, значит, мы переходим к параду Победы, и показывается слайд, как маршал Победы Георгий Константинович Жуков принимал парад на белом коне, так же, как и Георгий Победоносец на белом коне поражает змея. Жуков Георгий Константинович принимает великий парад. Вот. Рассказывается здесь, идет информация об этом человеке, каким он был мужественным, этот Георгий Константинович Жуков. Значит, каким он был, значит, с огромной волей, с твердостью, настойчивостью, ответственным, что, значит, после того, как была прервана блокада Ленинграда, ему было присвоено звание маршала Советского Союза. Он был дважды за годы войны удостоен высшего полководческого ордена Победы. И рассказываем мы и также о других его достоинствах, о его жизни, о его наградах, которые действительно он заслужил. И после этого очень плавно мы переходим к наградам, Георгиевскому кресту, Георгиевским
значит, к российским наградам. Учреждение ордена Георгия было торжественно отмечено в Санкт-Петербурге 26 ноября 1769 года. Вот. И Екатерина II была учредительницей. Вот, например, заслужить орден Георгия было чрезвычайно трудно. Например, за первые 100 лет существования этой награды орден низшей 4 степени за боевые отличия получили всего лишь 2239 человек. Третью степень 512 человек, вторую 100 человек и высшую первую степень всего лишь 20 человек. То есть заслужить такую награду было очень непросто. И в суровые годы Великой Отечественной войны многие солдаты, принимавшие участие еще в Первой мировой войне, с гордостью носили рядом с советскими наградами полученные много лет назад георгиевские знаки отличия. Вот. И тут об этих наградах тоже очень много можно говорить, детям рассказывать. Можно им дать и исследовательские какие-то работы, кто был награжден, например, из Республики Коми и так далее. То есть об этом можно говорить даже не одно занятие. Далее мы переходим плавно к Георгиевской ленте и знакомимся с историей возникновения и значением. Георгиевская лента является одним из наиболее узнаваемых символов российской действительности последних лет. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из главных атрибутов Дня Победы Великой Отечественной войны, одного из наиболее уважаемых праздников в нашей стране. К сожалению, немногие из тех, кто завязывает георгиевскую ленту на своей одежде или цепляет ее на автомобиль, знают о том, что она действительно означает и как правильно ее нужно носить. Вот. И опять же, детям нужно обязательно рассказать об истории возникновения георгиевской ленты, ознакомить их с кодексом акции «Георгиевская лента». Ведь георгиевская лента не может быть объектом купли-продажи. Она не допускается использования ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. И георгиевская лента распространяется бесплатно, что это символ несломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. И, конечно, нужно сказать, что же означает черный и оранжевый цвет. Ведь эти цвета символизируют мученическую смерть святого Георгия. Это 3 черных полосы. И чудесное его воскрешение, 2 оранжевые полосы. И именно эти цвета и называются сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты. Кроме того, новая награда вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет пламени, то есть оранжевый, и цвет дыма – это черный. Далее, следующий момент этого неурочного занятия – это проведение мастер-класса. Как же правильно носить георгиевскую ленту? Нужно детям обязательно сказать, что это не модный аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби, благодарности участникам Великой Отечественной войны. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно и с уважением. Что георгиевскую ленту принято носить на груди слева, знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. И провести мастер-класс, как нужно правильно, носить и в какой форме. Есть форма петельки, есть форма бантика, бант-восьмерка, зигзаг, галстук. И носить георгиевскую ленточку нужно правильно. Когда завершится празднование Дня Победы, не стоит выкидывать ее. Оставленные на улице, брошенные в грязь, выброшенные в урны, лента оставляет тягостное впечатление и расстраивает ветеранов. А ведь акция направлена на то, чтобы их подвиг не был забыт. Лучше всего убрать георгиевскую ленточку до следующего года и носить ее по особым датам. Например,
в день начала Великой Отечественной войны или в день окончания Сталинградской битвы. И нужно обязательно еще, вот, значит, в данной методической разработке я привела еще пример. Недалеко от нас имеется небольшая деревня Габово. И, значит, учащиеся, да, гимназисты города Сыктывкара, гимназии имени Юрия Спиридонова, они выиграли грант, и с помощью жителей, конечно, и наши школьники тоже принимали участие, построили небольшую часовню в честь святого великомученика Георгия Победоносца. И в честь мужчин, ушедших на фронт и не вернувшихся с полей сражений. Деревушка эта, она располагается в лесу, и жителей там осталось уже немного. Открытие этой часовни, оно было 6 мая 2015 года. И мы подарили от школы икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина», которая, чтобы сберегла эту часовню, жителей, их дома от пожара. И получилось так, что когда уже мероприятие прошло, и люди разошлись по домам, уставшие, и вечером случился пожар в этой часовне. Оставили горящие свечи, не потушили. И все же Пресвятая Богородица, неопалимая купина, вот каким-то образом разбудила одного из жителей этой деревни, который пришел, все ли в порядке, не случилось ли что-нибудь. И когда он пришел открыть часовню, то увидел, что стол уже обгорел, и пламя распространялось, но удалось вот потушить. Вот это с помощью Божией Матери, ее заступничеством и покровительством удалось сохранить часовню святого великомученика Георгия Победоносца. Таким образом, мы видим, что в основе воспитания все-таки лежит духовность. Вот святой великомученик Георгий Победоносец. Сколько можно детям, очень много можно детям рассказать, и как с этим именем связаны события и история вот нашего государства. То есть на одном примере вот данного неурочного мероприятия мы способствуем формированию в детях и духовности, нравственности, любви к Отечеству, гордости за свое Отечество. То есть формируем патриотические и гражданские чувства. Спасибо за внимание. Так, коллеги, мы с вами заканчиваем работу семинара. Я благодарю всех участников, кто смог подключиться, кто смог поучаствовать, принять участие. Да, действительно, были накладки, но, как правильно в самом начале сказала Галина Владимировна, у нас это первый такой вот опыт, когда мы проводим конкурс лучших практик кадетского образования. Надеюсь, что он станет хорошей традицией. В следующий раз мы соберемся уже не вот в этом виртуальном пространстве, где мы что-то не услышали, что-то не увидели, к сожалению, из-за каких-то технических неполадок, а соберемся за круглым столом в одной аудитории или в нескольких и отработаем полноценный день. Я благодарю всех участников, я поздравляю победителей и призеров этого конкурса. Коллеги, спасибо, конечно же, всем участникам и Галине Александровне. Я в комментариях писала, потому что действительно это были мои ребята, мои школьники, с каким воодушевлением они ездили на эти вахты памяти, на стройку часовни, и вот тот заряд бодрости, душевности, духовности, который они получали именно вот на этих стройках, на
стройки вот часовни в деревне Габово, это говорит о многом. Они были воодушевлены в течение не одного дня, а фактически до декабря месяца все разговоры были только об этом, и дети вернулись совершенно другие. Можно в это верить, можно не верить, поэтому тот труд, который делает каждый из вас в рамках своей деятельности, он оставляет колоссальный отклик в сердцах детей, и действительно правильно написала Тамара Александровна, что дети, они чувствуют, и если мы им закладываем правильные ценности, правильные ориентиры по жизни, то и вырастет поколение достойных граждан своего Отечества. И благодарю вас всех за участие. Если будут вопросы либо Тамаре Александровне, либо мне, пишите. Коллеги, мы с вами отработали. Еще раз приношу извинения за технические неполадки. В видеозале запись появится чуть погодя, надеюсь, завтра к вечеру. Мы немножечко подкорректируем видео, чтобы, обращаясь к этому видео, вы могли уже смотреть его полноценно с презентацией, где будут соединены презентации, звук. Будем стараться это сделать. И все ваши работы размещены, повторю, будут на портале «Открытое образование Республики Коми» и на сайте Коми Республиканского института развития образования в разделе «Профессиональное».